И снова здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как я делаю зимние продольники, крючки на налимов, как привязываю эти крючки, какая леска нужна. Как вы видите, здесь огромный выбор лески от диаметром 1,2 до 0,5, даже 0,28 вот леска. К палкам я обычно привязываю два крючка. Первую вот 1,2 или единица, не тоньше. Получается, ну, возьмем, к примеру, вот леска 1,2. Привязываю крупный крючок. Расстояние у меня обычно 1,5 метра этой лески. Вот такой вот крючок. Крючки привязывать кто как умеет, кто как гораздо. На обратном конце вот такая вот петелька. Вот такая вот петелечка. Вот это можно к палке, кто как вяжет. Можно еще сделать проще. Взять кусок алюминиевой проволоки, привязать к палке и леску уже, конкретно вот эту петлю, в алюминиевую проволоку. И просто раз привязали. Когда надо отцепить, раз отвязали с петли, она выходит. Как бы с проволокой удобнее. Обычно я с проволокой делаю продольники. Это то есть выходит по несколько крючков. Так, ну это после. Вот к этому крючку как я привязываю второй крючок. Второй крючок у меня обычно леска идет потоньше. Леска идет потоньше, крючок идет поменьше. Берем обычную леску и покороче. Она уже идет немного. Тут у меня вот замечательная леска 0,8 толщиной, тест 46 килограммов. Здесь килограмм 60 тест был. Вот. Все то же самое, немного покороче, только леска где-то, ну, метр может быть. Берем вот такую же петлю и просовываем в эту петлю вот крючок. Все. Крючок присунули, все, готово. Этот крючок сам по себе с ершом. Этот с мальком, крючок поменьше уже. Но крючок достаточно твердый, достаточно крепкий крючок. Леска достаточно крепкая, тоже выдержит любого налима. Если сюда, скажем, попадется налим, он также будет здесь висеть. Но и также здесь может попасться язь, хариус, окунь и так далее. Вот это цепляется к палке, это болтается. И вот ерш с малявкой гуляют от палки. Весной сюда я еще, весной, когда уже тепло, цепляю еще тоньше продольник с маленькими заглотышами. Маленькие крючки, вот такие вот маленькие крючки, малюсенькие вот такие вот крючки. Видно, да? Вот делаю буквально по 3-4 крючка, продольнички короткие, расстояние буквально метра хватает вполне. И также через петлю цепляю еще к этим продольникам. И у меня получается без всяких грузов, без ничего от палки болтается набор. Крупный крючок, средний, мелкие. Рыба попадет весной вся. Сик, хариус, ерш, естественно. Но это мы покажем весной. Обязательно. Вот это у нас крючки с палки, которые... Что еще можно сделать? Чтобы это... Я делаю, когда ищу тропу налима. Когда я налима нашел, допустим, в эту палку попало раз, в эту палку попало два, лед уже толстый, большое количество палок я уже не могу долбить, дня не хватает, да и сил тоже. Я делаю вот такие вот продольники. Продольник, перемет, кто как называет, кто на что гораздо. Принцип тот же самый, что я показывал весной. Вот весенние продольники у меня. Просто здесь основная веревка потолще, тетраканат 0,2, там у меня потоньше было. Ну и леска, естественно, тоже самое потолще. Вот. Здесь, наконец, продольника, тут 10-15, кто сколько может. Поначалу я вязал капроновыми веревками, как Костя на Енисее вяжет. Но потом что-то вязать я так перестал, стал обычно пользоваться вязать с лески. Что цепляем мы наконец? Два варианта есть. Наконец продольника можно цеплять поводок с крючком. Ничего страшного. Также цепляем сюда малька. Его течение носит. Может взять абсолютно любая рыба этого малька.
начиная от хариуса, язя, окуня, кончая налимом. Ну, если повезет, может и нельма, отцу нельма попадалась. Мне лично не попадалось. Обрывы были, но щука попадаться может. Если надо, чтобы продольник не путался и его натянуло течением, вот вместо этого крючка можно нацепить вот такую вот бутылочку. Причем она дырявая. Сюда можно положить также несколько ершей, скажем, НЗ, несколько мальков. Ну, ершей с десяток вполне можно, 5 можно. Мальков можно вообще хоть 50 им, все равно они будут жить. И вместо этого крючка привязываем вот эту бутылочку, и она даст натяжку. Натяжку течению, лучше уносить будет. Это, как говорится, тоже на выбор. Вот. И, ну, тут все понятно. Тут вместо лески у нас капроновая веревка идет. Это как у Кости переметы. Сделала несколько штук таких. 4 вроде бы, или 5, я не помню уже. Можно и так все сделать. Но можно сделать и вместо этой капроновой веревки, запуталась, просто сделать, так, где она у меня? Ага. Можно сделать с лески. Острый. Вот, наконец, крючок 1,5 метра. И здесь все элементарно тоже. 2 двойных узла, между ними поводок. Между ними поводок. Поводок делаем не больше 20 сантиметров. Больше он ни к чему. Только путаться будет. Все равно это у нас вдоль течения ляжет так. Длинный поводок скрутит еще. А так нормально. 20 сантиметров вполне достаточно, чтобы привязать крючок к поводку. Вот тут у меня, видите, крючок не сильно крупный. На налима, конечно, надо крючок побольше. Этот у меня универсальный. Может и налим, может и рыба помельче попасться. Для чего вот эти вертлюжки, вот когда ставим продольник, чтобы его не скручивало, также через проволоку я цепляю такой вот вертлюжок с карабинчиком. Это к палке раз, пассатижами, где у меня пассатижи, к палке вот так вот просто раз прикрутили, все, он уже никуда не денется. И к этому карабинчику мы уже цепляем сам продольник за петелечку. Бац, и все. Он у нас висит, крутится, его не скручивает. Вот такой вот карабинчик. Так, насчет крючков я вам уже сказал. Какая рыба, такие крючки. Это на вкус и цвет, как говорится. Товарищи, нет. Какая рыба, такие крючки цепляйте. Что еще вам хотел сказать? Про узлы я вам показывал весной. Расстояние между крючками у меня вот так. 1,5 метра, может быть 1,70 м. 2 двойных узла. Просто вот прям раз, два, один узел. Раз, два, второй узел. 2 двойных, потому что одинарный бывает гуляет по леске. Вот 2 двойных узла. Сюда поводок. Поводок короткий, сантиметров 20. На конце поводка петля. Ну, сюда прицепить поводок. Я думаю, ничего сложного. Опять 1,5 метра. Опять 2 двойных узла. Количество крючков также можно 10, можно 5, кому как удобно. Вот такие вот продольнички. Что еще? Ну, в принципе, и все. Принцип, думаю, понятен. На палке цепляем 2 крючка. Весной добавляем продольник с маленькими крючками. На продольник, перемет, там, кто как его называет, смотря как его поставить, так и назвать его. Кто на что гораздо. 10-15 крючков. Это обычно я ставлю, когда уже нашел тропу налима.
туда и ставим. Пока этот год я еще не ставил, потому что я тропу налима еще не нашел. Леска тоже. Вот у меня единица 1,2 первый поводок. Ну и второй 0,5, 0,8. Это уже кто на что гораздо. Ну как-то вот так я делаю снасти на налима. Все это в действии мы увидим на реке. Всем пока, до встречи на реке. И ни хвоста вам, ни чешуи на ваших водоемах. До свидания, друзья.